Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В сентябре улов электронных мошенников по Якутии составил 21,5 миллион рублей. И это только за один месяц. А за 9 месяцев текущего года жители региона перевели на счета преступников 186 миллионов рублей. Кто чаще всего попадает в сети мошенников по телефону или интернету? Как предотвратить такие преступления? Гость студии Георгий Михайлов, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Якутии. Георгий Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Только за 9 месяцев якутяне подарили мошенникам 186 миллионов рублей. В прошлом году сумма ущерба была меньше или, напротив, наблюдается рост? В прошлом году жители республики отправили мошенникам 210 миллионов рублей. Соответственно, заметна разница уже на снижение. В этом году жители Якутии отправили уже чуть меньше, но все равно продолжают отправлять. Это указывает, снижение этого числа указывает на то, что жители нашей республики уже стали более информированы в этом плане. То есть, в принципе, жители Якутии сами способны противостоять мошенникам таким телефоном, можно сказать. Какая-то часть, да, может сами с этим бороться. Сразу их вычислить, да. То есть, да, сразу понять, что звонят мошенники или пишут мошенники. По сравнению с другими регионами страны, каков ущерб жителей соседних субъектов, или центральной части страны? Как правило, мошенники по общей статистике нашей страны, жители республики в процентном соотношении гораздо больше, чем другие регионы, отправляют деньги мошенникам, потому что, видимо, сложилось такое впечатление у мошенников, что жители нашей республики гораздо богаче, чем в других регионах. То есть, в принципе, в Якутию чаще звонят и обращаются мошенники? Да, как правило, звонят чаще, и чаще всего они звонят жителям промышленных районов нашей республики. Это Мирный, Алдан, Нерюнгли, Ленск и город Якутск. Какого возраста граждане чаще всего попадаются на удочки мошенников? Почему именно они, если тому объяснение? На первом месте, по статистике, в нашей республике попадаются жители, граждане старше 60 лет. После этого идут уже граждане от 30 до 40, то есть уже более платежеспособные граждане. И после этого на третьем месте это от 25 до 30 лет. Почему попадаются лица уже граждане старшего возраста? Потому что они наиболее доверчивые и наивны. Может, доверчивые, наивные, да? Да. И, может быть, не очень-то умеют пользоваться современными техническими устройствами. Да, как правило, если человеку уже старшего возраста позвонит и представится сотрудником банка какого-либо, то они уже начинают верить, что это действительно звонит сотрудник банка. Какие наиболее распространенные схемы используют мошенники? Самая распространенная схема в наше время – это звонок сотрудника банка. Как правило, самое распространенное в последнее время: вам звонит сотрудник банка и говорит, что на вашем устройстве вашего банка, мобильном банке, успешно изменен номер. То есть и спрашивают, совершали ли вы подобную операцию, на что, получается, гражданин, которому позвонили, начинает вспоминать, проводил ли он такие операции. Конечно же, он говорит, что никаких таких операций человек не проводил, и уже начинается. Мошенники различными способами могут направить либо СМС-уведомление о том, что под предлогом СМС-уведомления они могут сказать и попросить продиктовать код, уже в последующем сами получая доступ к вашему личному кабинету. Также могут позвонить под видом робота банка. То есть, да, и с аналогичным же вопросом, типа, сменяли ли вы номер мобильного банка, чтобы, либо это сделали мошенники. Также один из самых основных — это представляются сотрудниками Центрального банка, либо сотрудниками правоохранительных органов, и уже под различными предлогами начинают выманивать деньги у доверчивых граждан. И на третьем месте это
покупка покупка либо продажа на сайтах объявлений, ну, самых распространенных. Они скидывают ссылку, по которой вы переходите, если вы продаете, либо если вы покупаете, просят предоплату. Когда вы переходите по ссылке, как правило, они получают доступ к вашей банковской карте и списывают денежные средства, которые находятся на вашем счете. Поэтому убедительная просьба при продаже либо покупке вещей на сайтах объявлений не переходить по ссылке продавца либо покупателя. Но какие новые способы внедрили преступники, может, за последний месяц или в ближайшее время? Да, вот за последний месяц в Якутии таких регистраций не было, но по стране появляются такие способы под предлогом отсрочки от мобилизации. Мошенники как бы убедительно преподносят такую информацию, что если вы заплатите деньги, то вы не будете мобилизованы. Это вот из последних новых способов. Как должны обезопасить себя граждане? Как можно распознать мошенника по телефону при покупке услуг или товаров? Да, ну, во-первых, сотрудники банков не звонят. Если вам позвонил сотрудник банка, то положите трубку телефона и перезвоните сами на официальный номер банка. То есть, если вам позвонили, лучше сбросить и перезвонить самому, потому что в век новых технологий есть такая услуга подмены номера, и то есть мошенник за определенную сумму может купить любой номер и совершить звонок. То есть у вас будет отражен на вашем определителе номера то, что вам звонят с официального номера. Ну, то есть, например, клиенту Сбербанка звонят с номера 900? Да, вроде такого. Каким еще образом можно себя обезопасить? Да, ну, во-первых, это, да, не вступать в телефонные разговоры с мошенниками, то есть, которые представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, либо центрального банка. Лучше сбросить трубку телефона и перезвонить самому. Также при продаже вещей, либо покупке не переходить по ссылке, хранить в тайне код из СМС, которые вам приходят, если вы уже вступили в разговор, и какой-либо код из СМС, если вам придет, никому не сообщайте. Также еще очень распространена такая схема, как ваш личный кабинет, счет взломали, нужно перенести эти денежные средства на безопасный счет. Так вот, никакого безопасного счета не существует, никогда никому не переводите деньги. Какую профилактическую работу проводят органы МВД с жителями Якутии? Ну, регулярно с населением проводятся вообще всеми сотрудниками МВД, на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия в трудовых коллективах, также различные баннеры, листовки, лекции в учебных заведениях проводим, да. Ну, как правило, да, человек, которого профилактируют, либо который слышал в интернете, на телевидении, слышит про интернет-мошенников, он никогда не вслушивается и не ставит себя на место потерпевшего в данной ситуации. Как правило, заявители, которые приходят с жалобами о том, что их обманули мошенники, они всегда слышали, они всегда видели о том, что мошенники существуют, но никогда они себя не ставили на то место, на место потерпевшего и особо не вслушивались. Ну, то есть люди в курсе о том, что мошенники существуют, что мошенники звонят, может быть, им даже и позвонили неожиданно, да? Да. И они почему-то попались в ловушку. Но смотрите, вы сказали о том, что чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего возраста, но, наверное, и среднего возраста, там, от 30 до 40 лет. Люди тоже попадаются. Вот почему попадаются люди именно среднего возраста тоже? Ну, как правило, это всегда бывает неожиданностью, и человек, услышав о том, что, например, его счет взломали, там, либо случилась смена номера телефона на счете, он начинает как бы паниковать и уже начинает действовать после этого под диктовку, сделать все, чтобы не потерять свои деньги, но, как правило, он уже действует на поводу мошенникам. А что посоветуете в таком случае делать, если вдруг резко позвонили, человек занят, вдруг ему позвонили и просят перевести деньги, как реагировать?
Просто положить трубку лучше, Да, наверное, лучше да? Самый просто лучший не способ. вступать с ними в конфликт, просто положить трубку и перезвонить на официальный номер банка уже самому. И если вы уже хоть какие-то коды им продиктовали, то лучше самому заблокировать через оператора банка. Карту, то есть, да, Да, например, либо счет. карту, либо счет. Мгм. Где можно узнать вообще информацию об электронном мошенничестве? Ну, во-первых, на нашем официальном сайте 14mvd.rf, и, ну и как бы это основной сайт, лучше там заходить на этот сайт и узнавать, а так в информационном поле везде мы стараемся распространить эту информацию, чтобы всем жителям республики было максимально легко найти информацию по поводу мошенников. Мгм. Как расследуются дела с электронным мошенничеством? И есть ли примеры, когда обнаруживают преступников? Насколько известно, это очень сложно найти таких преступников. Да, сложность заключается в том, что эти преступления, они не контактные, то есть они всегда совершаются дистанционно, и, как правило, ну не все, а часть из злоумышленников, мошенников, они находятся за пределами Российской Федерации, а ту часть, которая находится в Российской Федерации, в регионах страны, их устанавливают уже в других регионах страны, то есть То есть вы работаете с коллегами из других регионов совместно, да? То есть, совместно получается, деятельность взаимодействуем. мошенников. Да. Мгм. А что говорить о профилактике, да, например, вы сказали о проводимых некоторых акциях, а работаете ли, может быть, с будущими поколениями, со школьниками? Ну, со школьниками, да, время от времени проводим профилактические беседы, но, как правило, лучше проводить профилактические мероприятия уже с гражданами, которые С теми, кто уже постарше, да, с наверное, кем да, уже и больше, постарше, и более да. подвержен, да, наверное, более подвержен. попасть вот в руки мошенников, можно Да. так сказать. Георгий Михайлович, спасибо. Георгий Иннокентьевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.